السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Хвала Аллаху, по милости которому мы с вами собрались и продолжаем изучение имен и атрибутов Всевышнего Аллаха, Творца небес и земли, который сотворил нас, чтобы мы знали о Нем, познали Его и знали Его посредством Его атрибутов, Его имен и атрибутов и качества Аллаха Та'аля. У нас 2 недели не было уроков по определенным причинам. Сегодня, иншаллах, продолжим. На прошлом напомним, что мы с вами уже прошли имена Аллаха Субхану ва Тааля. Какие? Первое мы прошли. Аллах. Имя Аллаха. Аллах. И сказали, что означает это имя тот, кто заслуживает поклонения. И упомянули величие этого имени и особенности. И второе имя, которое мы прошли с вами, было имя Ар-Рабб, Господь. Господь. И также упомянули, что означает это имя. Это значит Аллах Та'аля, Он Господин, которому надлежит подчиняться. Он хозяин всего сущего, и Он воспитатель. Он управляющий и распоряжающийся. Вот что значит имя Ар-Рабб, Господь. То есть, когда мы говорим «Хвала Аллаху, Господу миров», вот что имеется в виду. Господу, который все сотворил, является хозяином всего сущего, господином, управляющим, и которому надлежит подчиняться. И закончили на том, что человеку достаточно вот этого понять, что в этом мире есть хозяин, господин, и в таком случае жизнь человека, она облегчится. То есть ему для достижения своих целей и своих желаний, ему достаточно лишь стремиться к достижению довольства этого Творца, этого Господина. Вот как для понятия можно привести в нашем мире, да? Когда человек, он работает под чьим-то начальством, он всячески старается угодить этому начальству. Почему? Потому что если он угодит ему, и тот, кто выше него, будет им доволен, то, получается, у него и работа пойдет потом. Его полюбят, и работа для него облегчится. Вот. Или элементарно в гости к кому-нибудь мы идем с гостинцами, с подарками, чтобы тот человек, у которого мы будем сидеть в гостях, был нами доволен, и чтобы наше общение было также приятным, благотворным. И Аллах Та'аля, Он хозяин всего этого мира. И если мы хотим заслужить, если мы хотим добиться того, что мы хотим, это счастье, естественно, в обеих мирах, другие наши пожелания, которые мы хотим, то нам нужно заслужить довольство Аллаха, заслужить довольство этого Господа. Только таким путем мы можем все это заслужить, никак по-другому. И сегодня мы с вами объясним имена Аллаха Ар-Рахман и Ар-Рахим. То есть мы идем по порядку, который Аллах Та'аля привел в суре Аль-Фатиха. Да? Сначала начинается Бисмиллахи, Альхамду лилляхи, хвала Аллаху. Раббил аламин, Рабб, Господу миров. Потом идет Ар-Рахман, Ар-Рахим. Эти имена Ар-Рахман и Ар-Рахим часто встречаются у нас в Коране. В Коране даже есть отдельная сура, которая называется как Ар-Рахман. Ар-Рахман, Аллама аль-Кур'ан, Халака аль-Инсан. Отдельную суру даже Аллах Та'аля назвал этим именем Ар-Рахман. И само имя Ар-Рахман у нас встречается в Коране 45 раз, из них 6 раз оно вместе с именем Ар-Рахим приходит. Вот. И имя же Ар-Рахим, оно никогда не приходит само по себе. Оно или приходит с именем Ар-Рахман, или же оно приходит с другими именами вместе, или же связанное с чем-то. Как, например, в аяте «Вакана биль му'минина рахима», и он был рахим по отношению к верующим. То есть рахим связан с верующим. Рахим с верующим связан. Или «Ат-Тауаб ар-Рахим» вместе с именем «Ат-Тауаб», принимающий покаяние
Ар-Рахим. И эти имена, их положение велико. Аллах Та'аля начал свою книгу с этими именами. Бисмиллахир Рахман Ар-Рахим. И также Аллах Та'аля поставил эти имена перед каждой сурой в Коране, кроме суры Тауба. И также в Коране приводится письмо Сулеймана, алейхиссалям, пророка, одного из величайших пророков Аллаха, Сулеймана, который в письме своем начинал Бисмиллахир Рахманир Рахим. Иннаху мин Сулеймана, иннаху бисмиллахир Рахманир Рахим. Поистине это письмо от Сулеймана, и оно написано именем Аллаха Милостивого Милосердного. Переводят так, да, на русский язык. То есть, положение этих имен великое. Но что же оно означает, эти имена? Оба эти имени означают, что у Аллаха Та'аля есть качество Ар-Рахма. Ар-Рахма. В арабском языке Ар-Рахма звучит. По-татарски мы говорим Рахмат. Рахматы. Аллахның рахматы болсын деп айтабыз. И когда мы говорим Аллахның рахматы болсын, тут не имеется в виду благодарство, да? А тут имеется в виду вот именно это качество рахма. И в русский язык можно перевести как милость. Милость. В арабском языке ар-рахма в отношении людей, в нашем понимании, это означает мягкое отношение к кому-либо. Мягкое отношение к кому-либо. И эта мягкость, она в сердце человека. И эти имена Ар-Рахман, Ар-Рахим. Ар-Рахман означает, что Аллах Та'аля, Он всегда милостивый. То есть это с языковой точки, если кто арабский изучал, да, и не изучал, тоже вкратце, тут ничего сложного нету. Есть такая форма в арабском языке, как, например, гадбан, злой, или джауан, голодный, шабаан, жаждущий. И Рахман тоже в такой форме приходит. Что это означает? То есть это качество в этом есть. То есть Ар-Рахман означает, у Аллаха есть качество рахма, качество милости. Оно всегда в Аллахе есть. Если бы даже никого не было, то у Аллаха это качество все равно есть. Ар-Рахма, милость. А имя Ар-Рахим означает, что Аллах оказывает свою милость своим творением. То есть, значит, вместе означает Аллах Та'аля милостивый по своей сущности, и также Он эту милость оказывает своим творением. То есть Он не держит в себе эту милость, Аллах Та'аля. Он ее оказывает своим творением. Если для понятия можно разъяснить, да, человек может быть добрым, милостивым, но не всегда он проявляет свою доброту или милость. Он может быть человеком безразличным. Но он сам по себе не злой, никому не вредит. Но также он никому не приносит добра. То есть он добрый, но добро он никому не приносит. И также человек может приносить кому-то добро, быть вежливым, милостивым, но в душе он может быть злым, недобрым. Он делает это добро из-за каких-то корыстных целей. В душе у него одно, а проявляет он другое. Аллах Субхану ва Тааля, говоря, что Он Ар-Рахман Ар-Рахим, говорит нам, что Он милостивый по сущности, и Он также оказывает эту милость своим творением. И милость Аллаха, она проявляется во всем. Милость Аллаха Субхану ва Тааля проявляется во всем, что нас окружает. Во-первых, милость Аллаха, она касается, та милость Аллаха, которая касается всех Его творений, в окружающем нас мире и тех благах, богатствах, которые Аллах Та'аля нам даровал. Воздух, которым мы дышим, это по милости Аллаха Та'аля. Вода, которую мы пьем, дождь, который Аллах Та'аля проливает, это все по Его милости. Все богатства, блага, наши чувства, слух, зрение, все остальное, это тоже по милости Аллаха Та'аля. Небеса и земли, которые Аллах Та'аля сотворил, в таком порядке, это тоже по милости Аллаха Та'аля.
Как в Коране он говорит: وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. И из милости Его, из милости Аллаха, что Он сотворил для вас ночь и день, чтобы вы ночью успокаивались, отдыхали, а днем же вы требовали или искали блага Аллаха Та'аля. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Возможно, вы будете благодарными, говорит Аллах Та'аля. То есть, это тоже то, что день с ночью сменяется, это тоже милость Аллаха. Никто бы не смог жить только днем, не отдыхая совсем. И никто бы не смог жить только в полной темноте. Потому что тоже было бы тяжело жить. То есть это все по милости Аллаха Та'аля. И все, что нас окружает, звезды, солнце, все законы физические, которые Аллах Та'аля установил на этой земле, это тоже по милости Его. Все это указывает на Его милость, что Он нам это даровал. И также милость Аллаха Та'аля проявляется в оберегании нас и сохранении нас от бедствий, от трудностей, от сложностей. То есть, как Аллах Та'аля нам дает трудности, да, то также Аллах Та'аля нас спасает. Вот. И эта милость, она касается всех, вне зависимости, какой человек, мусульманин, не мусульманин, грешник или же праведник. Нет, разницы нет, Аллах Та'аля оказывает эту милость всем. Вот. Человек заболел, Аллах Та'аля дает ему исцеление, это тоже его милость. Каким бы человек ни был, Аллах Та'аля дает ему свою милость, дает ему исцеление. Произошла какая-то авария, человек выживает. Это милость Аллаха. Он уберег его от смерти. Уберег его от каких-то тяжких последствий. Аллах Та'аля дает выход из тяжелых ситуаций, из тяжелых положений. Это все милость Аллаха, субхану ва та'аля. И также милость Аллаха проявляется в религии. В той религии, которую Аллах Та'аля нам послал. И мы редко об этом задумываемся. Ведь религия – это величайший дар, величайшая милость Аллаха, субхану ва та'аля. Каким бы человек ни был на земле, что бы он ни творил, из истории мы знаем, Аллах, субхану ва та'аля, никогда не оставлял его беспомощным. Он отправлял пророков, отправлял наставников, которые людей призывают на путь истинный. Обратно призывают их на праведный путь. То есть люди отвернулись от Аллаха, от их Творца. Того, который их сотворил, дал им все блага, который является единственным Творцом, хозяином этого всего мира, но при этом люди от Него отвернулись, погрязли в грехах, и не только, они также совершили величайший грех по отношению к Аллаху, предали Ему сотоварища. Начали поклоняться кому-то еще, чему-то еще помимо Аллаха Та'аля. Начали просить у других вещей. Идолы, солнце, звезды, животные какие-то, шаманы какие-то, колдуны или еще много чего. Люди позабыли об Аллахе и направили свое возвеличивание, свое поклонение кому-то помимо Аллаха Та'аля. И это есть величайший грех, неблагодарность Аллаху Та'аля. Но несмотря на это, Аллах, Он не оставил людей. Не оставил людей без руководства. Он не оставил людей, сказав: вы совершили свой грех, живите до судного дня, я вас накажу. Нет. Аллах Та'аля послал пророков. Он дал возможность покаяться людям. Это величайшая милость. Но часто мы об этом забываем, не задумываемся об этом. И как он о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Вама арсальнака илля рахматан лиль алямин». Мы послали тебя милостью для миров, говорит Аллах Та'аля. То есть послание пророка Мухаммада и также пророков до него, которые призывали к Аллаху, это есть милость Аллаха. И мы должны, естественно, за это быть благодарны Аллаху, что Он не оставил нас в грехах. И также милость Аллаха в том, что Он нас испытывает разными наказаниями. Разными наказаниями. Как в Коране говорит: فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ.
если они тебя сочтут за лжеца, говорит, обращаясь к пророку Мухаммаду в Коране, Аллах говорит, если они посчитают тебя лжецом, то есть твое сообщение, твою миссию, с которой ты пришел, то скажи им, мой Господь, обладающий величайшей милостью, и его наказание неотвратимо от грешников, он говорит. То есть, если сперва посмотреть, Аллах говорит, что Он обладает величайшей милостью, Он всемилостивый. Но при этом Он наказывает грешников. И тут может человек, вот это часто задает, спрашивает, ваш Бог, Он милостивый, что ли? Да, вот такие вот другие приверженцы религии могут спросить. Почему тогда люди видят всякие сложности, трудности в мире, почему войны, почему все это происходит, да? Это все происходит, говорит Аллах Та'аля, по Его милости. Даже при вот эти все трудности, сложности, испытания, наказания в этом мире, это по милости Аллаха. Для чего же? В чем же милость здесь заключается? А милость заключается в том, что Аллах дает людям шанс покаяться, одуматься. То, что посредством этих испытаний, наказаний, человек наконец проснется, осознает, что в этой жизни есть какая-то цель, миссия, не просто так все в этом мире. И этому много примеров, да, как многие люди начинают задуматься только тогда, когда уже другого выхода нет. Когда кого-то потерял, что-то потерял, когда в жизни уже все плохо, да, поставили какой-то смертельный диагноз, на работе у него все плохо, стоит перед банкротством, другие беды, какие бы то ни было, только после этого он начинает задумываться. И это милость Аллаха Та'аля. Он не оставил у людей, живите как хотите, да, делайте, что хотите, придет тот день, когда вы вернетесь к Аллаху, Он возьмет с вас ответ за каждое ваше деяние, и вы будете наказаны. Нет, Аллах Та'аля не оставил людей так просто. Он постоянно их испытывает. Он постоянно всякими трудностями и сложностями их наставляет на прямой путь. И как праведные люди до нас, которые жили, сподвижники пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, когда жизнь шла хорошо, они начинали беспокоиться. Когда все хорошо, когда нет никаких трудностей, все идет, все замечательно, они начинали беспокоиться. Почему? Они начинали бояться, что Аллах Та'аля оставляет их по причине каких-либо их грехов. Что все, Аллах Та'аля, что мы совершили такие грехи, что Аллах даже нас не испытывает уже. Он накажет нас в следующей жизни. Они вот этого начинали бояться. То есть даже вот эти наказания, сложности, это все по милости Аллаха. И как в другом аяте говорит, «Ма яф'алю Аллаху би'адабикум ин шакартум ва амантум, ва кана Аллаху шакиран алиман». Аллах Та'аля наказывает вас, Аллах Та'аля перестанет наказывать вас, если вы будете благодарны и вы уверуете, говорит Аллах Та'аля. До тех пор, пока вы не уверуете, не будете благодарны, Аллах Та'аля будет наказывать людей. Для того, чтобы он одумался, осознал всю эту важность и последовал по религии Аллаха Субхану ва Тааля. И милость Аллаха, она проявляется повсюду. И эта милость проявляется также в творениях Аллаха. Как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в своем хадисе, у Аллаха, Аллах поделил свою милость на 100 частей. Это можно сказать, грубо 100%. Да? И одну часть своей милости Он направил на землю. И по этой милости люди друг к другу относятся хорошо, относятся милостиво друг к другу. По этой милости, скажем, родители относятся милостиво к своему ребенку, к своему чаду. Родственники относятся друг к другу милостиво, друзья друг к другу милостиво относятся. Совершают добро по отношению друг к другу. Это все по милости Аллаха Та'аля. Также по причине этой милости животные милостивы друг к другу. Как говорят, хищные животные милостивы по отношению к своему ребенку.
Хищное животное не ест своих детей. И даже бывает такое, что хищное животное оказывает помощь, доброту, милость по отношению к животному, которое оно должно, по идее, съесть. К другому животному. Не его ребенок, нет, а вот бывает такое. Сейчас, если в интернет зайти, там много вообще видео показывают. Там крокодил спасает черепаху, да, или другой хищник спасает еще какое-то животное. Там много всего. И это все по милости Аллаха Субхану ва Тааля происходит. Вот. Если даже, скажем, к примеру, взять пингвина, да, то есть во всем мы должны искать для себя знамения. Аллах Тааля говорит: «Инна фи халки самавати валь арды ва ихтиляфи лейли ля аяти ли улил абсар». Поистине в сотворении небес и земли есть знамения для людей, размышляющих. То есть для человека достаточно посмотреть по сторонам и в творении Аллаха для того, чтобы понять Аллаха, узнать, какой Он, какие у него качества есть. Если посмотреть пингвина, то после того, как самка снесет яйцо, самец 4 месяца держит это яйцо на своих лапах. Стоя на своих лапах держит это яйцо и покрывает это яйцо своей шерстью. 4 месяца. Потому что если он... Почему на лапах? Ну, потому что там лед, снег. Если он уронит это яйцо, оно погибнет, примерзнет. А на лапах он держит 4 месяца. Не двигается, не ест, не пьет. И не только это, все эти 4 месяца у него в клюве он хранит пищу. Для чего? Для того, чтобы когда из яйца вылупится птенец, накормить его. Накормить этого птенца. Это удивительно. Как вот это животное, по идее, да? Кто заложил это в животное? Неразумное, можно сказать, да, по нашим меркам. Кто заложил в нем это, вот эту милость, доброту по отношению к этому? Говорят, животные, да, они только следуют своим инстинктам, да, вот, не заботятся о своем потомстве. Нет, это не так. Вот 4 месяца, даже, как если мы бы даже, иногда тяжело бывает, ребенок ночью заплакал, там уже не хочется вставать, трудности, да, а тут 4 месяца на месте стоять в мороз. Это все милость Аллаха Субхану ва Тааля. И говорит, милость Аллах Тааля поделил, как мы сказали, на 100 частей. Одну часть на этот мир Аллах Тааля послал. И по этой милости, любовь матери к ребенку, это тоже милость, часть этой милости. И также милость пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который является самым милостивым человеком, это тоже часть одной вот этой милости. А остальные же 99, Аллах говорит, оставил на следующий, на судный день для своих рабов. Для своих рабов Аллах Тааля оставил остальные 99%, 99 частей. И тем самым из этого можно вывести, разделить милость Аллаха на 2 части. Первая милость – это та, которая касается всех, общая, всеобщая, для всех людей. Как мы уже говорили, без разницы, какое он вероисповедание. А вторая милость для тех его рабов, которые ему подчинились, для верующих. И также, например, можно иногда в тафсире, да, в толковании Корана, когда читаешь Ар-Рахман Ар-Рахим, как говорят, Ар-Рахман, то есть он милостивый по отношению ко всем людям в этом мире. Ар-Рахим, то есть милостивый по отношению к верующим в судный день. Так тоже разделяют. И тут можно даже для понимания, да, привести пример, что отец, скажем, человек, у него 2 сыновей. Один послушный, другой бестолочь, да, можно сказать. Ну, не слушается, в общем, не делает, что ему говорят, всегда говорит против. И отец, он обоих кормит, обоих одевает, обоим дарит подарки, но сердце его, то есть более милостивый он по отношению к кому? К какому сыну? К послушному, да, который его любит, и он его любит. Аллах Субхану ва Тааля ко всем своим рабам милостивый, но особенно он милостив по отношению к своим
тем рабам, которые подчинились ему. Как в аятах из Корана говорит: «Ваакиму ссалат ва ату зака ва ати'у расуля ла'аллакум турхамун». И выстаивайте намаз, и выплачивайте закат, подчиняйтесь посланнику, возможно, к вам будет оказана милость, говорит Аллах Тааля. И тут под милостью имеется в виду как раз-таки вот эта милость к его рабам. Это милость в судный день и также милость в этом мире. Аллах Тааля ведет прямым путем этих своих рабов, подчиненных, мусульман и верующих. И также говорит Аллах: «Инна рахмат Аллахи карибум миналь мухсанин». Милость Аллаха, она близка к творящим добро, говорит. Близка к творящим добро. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, однажды увидел женщину среди пленников, которая искала своего ребенка, и когда нашла, она приложила его к груди и начала кормить. И увидев ее, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил сподвижников: «Поверите ли вы, что эта женщина бросит своего ребенка в огонь?» Говорит. Они говорят: «Нет, конечно». И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: Аллах, говорит, более милостив к своим рабам, чем вот эта женщина по отношению к своему ребенку, говорит. Субханаллах. Это Аллах Тааля обладает величайшей милостью. И нам нужно стремиться к ней, стремиться к этой милости. И чтобы заслужить ее, нужно совершать благие деяния, как мы указали в аятах, упомянутых выше. Что, во-первых, человеку не надо отчаиваться, так ведь? Что бы он ни совершил, какой бы грех он ни совершил, нужно покаяться и надеяться на Аллаха, на Его прощение. Как мы знаем, верующий, он балансирует между двумя вещами. Между страхом с одной стороны и надеждой с другой стороны. Если человек поддастся лишь страху, то он уйдет в крайность, и он не выдержит. Он не протянет долго на этом пути. Этому много примеров. Есть определенные течения, которые ушли в крайность. Маленький грех они считают большим грехом. Любой большой грех они считают, что он выводит из религии ислам, и тем самым люди на этом пути долго не держатся. А другие же, если перейти лишь на надежду и ничего не совершать, то это тоже не приведет к желаемому. Человек оставляет благие деяния, намаз укумай, намаз читает, уразу не держит. Аллах Тааля милостивый же, помилует меня, говорит. Нет, Аллах Тааля что сказал? Его милость с теми, кто совершает добро. Говорит: читайте намаз, платите закат, повинуйтесь пророку, и, возможно, вы будете помилованы, говорит Аллах Тааля. То есть, чтобы заслужить милость, нужно совершать благие деяния. Только таким путем. И ни в коем случае нельзя отчаиваться, да? Что бы мы ни совершили, Аллах Тааля всемилостивый. Надо просить у Него прощения. Не надо уже руку опускать. Не получилось, нет. И также все это, милость Аллаха, то, что Он Ар-Рахман Ар-Рахим, требует от нас быть благодарными Аллаху Тааля за все те блага, которые Он нам даровал. Все это по милости Аллаха, и мы должны быть, естественно, благодарными. И особенно быть благодарными за тот дар, за величайший дар, это дар веры, имана. Нас наставил на прямой путь, на иман, на веру лишь Аллах Субхану ва Тааля. И мы сами не можем наставить на прямой путь, кого пожелаем. «Иннака ла тахди ман ахбабта, валякинна Аллаха яхди ман яша». Как Аллах Тааля пророку, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: ты не наставишь на прямой путь того, кого пожелаешь, но Аллах ведет прямым путем того, кого пожелает, говорит. Даже пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, не мог наставить кого-то на прямой путь. Это лишь качество Аллаха Тааля. И мы должны быть благодарны Ему за это. А как? В чем должна проявляться наша благодарность? Как мы можем благодарить Аллаха за то, что Он нам даровал вот эту веру? Естественно, благодарность — это использовать эти блага в тех делах, которые угодны Аллаху Субхану ва Тааля. Вот это и есть благодарность.
Инде безнең татарларда да әйтәләр, хәлләр ничек, Аллаһка шөкер дип әйтәләр, бит. Вот. Говорит Аллаһка шөкер, да, хвала Аллаху. Но при этом он сам на языке, он говорит Аллаһка шүкр, но деяниями он не показывает этого Аллаһка шүкр, благодарность. Намаз он не читает, уразу он не держит, милостыню он не выплачивает, религии не придерживается, совершает, он использует вот эти блага, дарованные Аллахом в запретном, это не является благодарством. Даже если он говорит Аллаһка шүкр. Нет, он на самом деле неблагодарен получается. Вот. И как Аллах Субхану ва Тааля дал этот дар, милость, также может Аллах Тааля забрать. Да убережет нас Аллах от всего этого, да поведет нас прямым путем и не отвратит наши сердца после того, как наставил нас на этот путь. И как одного из ученых, когда спросили, почему же люди иногда уходят из религии, говорит. Человек пришел в ислам, но он ушел иногда, бывает. Этому много примеров. Среди, может, знакомых быть кто-то. Даже среди знающих, среди ученых людей такое бывает. Заблуждаются, уходят. Среди изучавших религию бывает. Почему же, говорит, это происходит? Потому что, во-первых, говорит, он не был благодарным. Он не был благодарным. Он, то есть, не использовал вот эту возможность по мере своих сил. Аллах Тааля дал ему возможность, но он не использовал ее по мере своих сил. Аллах Тааля наставил ее на прямой путь, но он был ленив в религии. Ленив по отношению к благим деяниям, ленив по отношению к получению знания. Может, он уже в религии несколько лет, 2, 3, 4, 5 лет он уже, а он так и не научился читать Коран правильно, хотя это является обязательством на нем. Он так и не узнал об Аллахе, Субхану ва Тааля, какой он Аллах, какие у него имена, какие качества. То есть он не был благодарен за это, не ценил вот эту религию. И второе, почему говорит? Потому что он не просил укрепления на этом пути. Даже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, просил дуа: «Я мукаллибаль кулуб, тhabбит кальби аля диник». О, переворачивающий сердца, укрепи мое сердце на своей религии, говорит. И в Коране приводятся слова верующих, которые просят у Аллаха: «Раббана ла тузиг кулубана ба'да идh хадайтана». О Аллах, не отврати наши сердца после того, как Ты повел нас прямым путем. Вот. То есть надо всегда помнить о тех благах, которые Аллах Субхану ва Тааля нам даровал, и ценить эти блага, и быть благодарными Ему. На этом, иншаллах, закончим. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.